и горные села, и равнинные, и неполный список населенных пунктов 26 года Ингушской автономной области. Биографические сведения о видных деятелях прошлого. Выставка состоит из 12 стендов. Это отдельные тематические разделы, раскрывающие различные сферы общественной жизни ингушей в 1920-1930-х годах. Посетители смогут получить представление о том, как складывалась ситуация в нашем регионе в экономике, социальной сфере, культуре и других направлениях. Были достигнуты значительные успехи и был огромный потенциал для дальнейшего развития. Но самое главное, на мой взгляд, то, что в сознании людей, каждого жителя закрепилось буквально, что развитие народа возможно только при наличии своей собственной государственности. Вот. И это было самое большое достижение этого десятилетнего периода. И вот это все, вот эту всю историю, во все ее многообразие, целостности мы постарались представить на сегодняшней выставке. Выставку подготовили на основе архивных документов, фотоматериалов, газетных и журнальных публикаций, хранящихся в фондах Госархива региона. В ходе исследовательской работы выявили и отобрали около 120 материалов, которые вошли в состав экспозиции. Совершенно правильно было сказано, что любое развитие требует основ. Бух, сахадя, халя, сахан ханю, бух, сахами махбя вагвать. Зеркама, иш амаждыш. Уникальность выставки в том, что большинство документов и материалов, вошедших в нее, представлены широкой общественности впервые. Посетители не остались равнодушными к увиденному. Для них фото и документы, рассказывающие об ингушской автономии, настоящая кладовая истории, которая теперь стала доступна и для них. Хочу поблагодарить архивную службу за огромную работу, которая проделана на протяжении многих лет. Большой комплекс документов собран. Причем это все было не так просто, потому что с момента возникновения республики, конечно, было очень много сложностей. И помещений не хватало, специалистов не хватало. Но вот сегодня, через 30 лет, все это у нас получилось. Экспозиция под названием «Ингушская автономная область» 1924-1934 годов – первый опыт государственного строительства. Она повествует о десятилетнем периоде существования Ингушской автономной области, с которой, собственно, и ведет отчет своей истории современная Ингушетия как субъект в составе России. Фотодокументальные материалы в основном это в массе своей документы, которые мало известны или ранее не публиковались, выявлены из различных федеральных и региональных архивных учреждений. В основном, конечно, это Государственный архив Российской Федерации, также Государственный архив Ростовской области. Эти документы нами выявлены, откопированы, и сегодня они являются частью коллекции нашего Государственного архива. В скором времени увидеть экспозицию смогут еще больше жителей. Выставку планируют сделать переносной и представлять в учебных заведениях. Тамара Хашагульгова, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.